Уважаемые коллеги, дорогие друзья и товарищи, принятие декларации о государственном суверенитете Республики Саха-Якутия в начале 1990-х годов стало точкой отсчета истории новой Якутии. Вместе со структурным переустройством общественно-политического строя, социально-экономических отношений этот период истории Якутии ознаменовался также активным установлением связей с внешним миром и развитием торгово-экономических связей с зарубежными странами. Впервые в своей истории наша Якутия заявила о своих намерениях устанавливать и развивать свои отношения с внешним миром и активно включилась в систему международных отношений и внешнеэкономических связей. 19 января 1992 года указом первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева был создан уполномоченный орган исполнительной власти Республики Саха-Якутия, призванный координировать взаимодействие с внешними партнерами в целях организации эффективного управления развитием экономики, социальным и культурным строительством нашей республики. За прошедшие 30 лет проделано немало работы для успешного развития международных и внешнеэкономических связей Республики Саха-Якутия. И сегодня наша республика остается активным участником международного сотрудничества. Опираясь на поддержку Министерства иностранных дел Российской Федерации, республика успешно развивает сотрудничество с международными организациями, реализует международные проекты и инициативы зарубежными партнерами. Якутия инициирует и получает поддержку своих проектов на площадках ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета Северного форума. Сегодня Якутия гордится двумя шедеврами, признанными ЮНЕСКО объектами всемирного наследия: якутским героическим эпосом Аламхор и природным парком Земский Столб. Республикой наработан опыт проведения крупномасштабных международных мероприятий, таких как международные спортивные великие Азии и международные интеллектуальные игры. В республику в разное время были организованы визиты руководителей международных организаций, представителей правительств иностранных государств, дипломатических деловых миссий зарубежных стран. Проведены презентации Республики Саха-Якутия на крупных международных площадках. В последние годы республика председательствовала в межрегиональных международных организациях, таких как Северный форум и Ассоциация региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Республика стала инициатором создания Международного комитета Великой Азии, соучредителем которого также является Олимпийский совет Азии и Олимпийский комитет России. В 2020 году была разработана и утверждена указом главы Республики Саха-Якутия новая концепция международных, межэкономических и межрегиональных связей Республики Саха-Якутия. Концепция отражает принципы и систему взглядов на приоритеты, содержание, формы и механизмы реализации международных, межэкономических и межрегиональных связей Республики Саха-Якутия и направлена в первую очередь на содействие реализации стратегии социально-экономического развития Республики Саха-Якутия до 2032 года с целевым видением до 2050 года. Основной задачей международных и межрегиональных связей нашей республики является создание благоприятных внешних условий для содействия поступательному социально-экономическому развитию Республики Саха-Якутия. Региональные приоритеты международного сотрудничества Республики Саха-Якутия, конечно же, исходят из общей концепции внешней политики Российской Федерации, а также социально-экономического потенциала республики для взаимовыгодной кооперации, направленной на дальнейшее развитие сотрудничества с государствами СНГ, Северо-Восточной Азии и Арктики. Вопросы международного сотрудничества в Арктике в целях продвижения интересов нашей страны и региональных проектов в этом большом макрорегионе являются приоритетным направлением работы правительства Республики Саха-Якутия. Республика Саха-Якутия, как крупнейший арктический регион, стремится развивать региональное сотрудничество и прилагать все усилия для реализации международных проектов, нацеленных на сохранение уникальной природы, культуры, самобытных традиций и уклада жизни народа Севера, минимизацию последствий изменений климата. Мы ежегодно принимаем участие в основных российских и международных мероприятиях, посвященных арктической повестке дня. Проводятся мероприятия по вопросам развития Арктики и Севера. На системной основе ведется взаимодействие с международной организацией Северного региона Северный форум. Одним из итогов данной работы стало инициирование и проведение 2019 года совместно с Северным форумом и Северо-Восточным федеральным университетом международной экспертной площадки по вопросам устойчивого развития Арктики и Севера, Северный форум по устойчивому развитию. Как известно, в мае 2021 года председательство в Арктическом совете перешло от Исландии к России на период 2021-2023 года.
Правительством России утверждены концепции и план основных мероприятий председательства России в Европейском Совете. Председательство России дает Якутии возможность вести позицию лидера международного сотрудничества в Арктике путем активного участия в решении остро стоящих вопросов устойчивого развития в Арктике. Согласно программе председательства республики пройдут заседания рабочей группы Арктического совета по устойчивому развитию уже в текущем году, международный чемпионат по традиционному новаторству и всемирный саммит по вопросам изменения климата и тайной вечной мерзлоты в следующем году. Одним из основных мероприятий председательства России в Арктическом совете является международный форум, Северный форум по устойчивому развитию, который ежегодно проводится в сентябре в городе Якутске. В 2021 году в рамках плана председательства проведены третий Северный форум по устойчивому развитию и гастрономический фестиваль Северной кухни в декабре в городе Москве. Якутия также является инициатором таких проектов Арктического совета, как «Молодежь коренных народов», «Культура питания и перемены в Арктике», проектов «Дети Арктики», «Цифровизация языкового культурного наследия коренных народов Арктики», которые успешно развиваются при поддержке членов Арктического совета. Последние годы знаменовались бурным развитием международных связей муниципальных образований нашей республики. Их вовлечение в международную деятельность республики должно стать одним из факторов социально-экономического развития. Сегодня 20 муниципальных образований Республики Саха-Якутия имеют договоренности о сотрудничестве с административно-территориальными образованиями иностранных государств, реализуется программа сотрудничества в сферах торговли и экономики, образования, культуры и спорта. Приоритетной целью межрегиональной связи является укрепление и расширение существующих взаимовыгодных и равноправных связей Республики Саха-Якутия с субъектами Российской Федерации, в первую очередь с регионами Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации. С учетом социально-экономического потенциала республики для взаимовыгодной кооперации в целях обеспечения устойчивого развития региона. На сегодняшний день Республика Саха-Якутия осуществляет сотрудничество с 47 субъектами Российской Федерации. К примеру, в прошлом 2021 году подписано соглашение с Забайкальским краем, Приморским краем, Республикой Калмыкия, Республикой Татарстан, подписана программа сотрудничества с Амурской областью и с Республикой Крым. Значительные масштабы приобретает движение народных дипломатов, охватывая все новые страны. Общественным движением народной дипломатии Якутии проведена значительная работа по консолидации соотечественников, проживающих в разных странах и регионах России, желающих внести свой последний вклад в устойчивое развитие родной республики. Проведение нашими соотечественниками разноформатных мероприятий вносит большой вклад в культурное присутствие России в мире и является важнейшим элементом мягкой силы. Защита прав и интересов якутян за рубежом является одним из ключевых направлений внешней связи республики. Необходимо оказывать разностороннюю поддержку соотечественникам, проживающим за пределами Республики Саха-Якутия, в сохранении ими культурной, этнической и языковой самобытности, обеспечить их тесные связи с родной республикой в области культуры, образования, информации. Основной задачей в этой сфере является упрочение позиции Республики Саха-Якутия как неотъемлемой части русского мира. В целях привлечения соотечественников в социально-экономическое развитие республики создана Республиканская межведомственная комиссия по работе с соотечественниками, проводится работа по привлечению в акционерное общество в республиканские стартапы и проекты в качестве независимых директоров, экспертов и бизнес-наставников, соотечественников, обладающих соответствующими компетенциями. Будут создаваться общественно-консультативные органы соотечественников в виде координационных советов, ассоциаций выпускников. В прошлом году наши соотечественники, которые проживают за пределами Республики Саха-Якутия, создали Совет соотечественных якутян в виде выбранного коллегиального органа, который будет постоянно действующим руководящим органом общественной организации Саха-Диаспора. И, как известно, летом этого года, в юбилейный год, в городе Якутске состоится первый форум соотечественников якутян, который мы планируем в будущем проводить на постоянной основе с широким привлечением общественности и представителей органов госвласти. Сегодня мы все являемся свидетелями глубоких геополитических и экономических перемен в мире. Причем эти изменения происходят стремительно, необходимо оперативно адаптироваться к ним и принимать соответствующие решения. Существующие сдерживающие факторы не позволяют в полной мере использовать потенциал всех участников международной и внешнеэкономической деятельности Республики Саха-Якутия. Прежде всего, это пандемия, новая коронавирусная инфекция, которая практически перевернула весь мир с ног на голову и формирует
новую систему человеческих взаимоотношений, общения и кооперации. Во вторую очередь, это беспрецедентные попытки давления на нашу страну со стороны наших западных партнеров путем введения различных ограничений и санкций, под которые попали в том числе и компании, работающие на территории нашей республики. Конечно же, эти факторы требуют всестороннего анализа и совершенно иных подходов, что невозможно сделать без активного и продуктивного участия в международном диалоге, и будь то это наши друзья, будь то это наши противники. Задача министерства в этом направлении закрепить достижения республики в международной сфере и продвигать дальнейшее развитие реализации международных и межрегиональных инициатив, которые позволят сохранить лидерство нашей страны на международном рынке. В этой связи считаем целесообразным по итогам оценки текущей ситуации вносить помимо корректировки действующей редакции концепции внешней связи республики, которая должна стать живым документом, отражающим современные реалии и действенным инструментом для развития нашей республики. Уважаемые коллеги, с момента своего создания на министерство также были возложены полномочия по координации вопросов поддержки экспорта и создания для этих целей соответствующей инфраструктуры поддержки. Сегодня основной задачей в этой сфере является содействие реализации национального проекта международной кооперации экспорта и налаживание работы, направленной на создание базовых отраслей экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора. На уровне Российской Федерации ведется работа по увеличению экспорта несырьевых, неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с показателем 2020 года. И у нас в Республике, главой Республики Якутия, Алексеем Сергеевичем Николаевым поставлена задача к 2024 году увеличить вдвое этот показатель, то есть увеличить вдвое показатель не сырьевого, не энергетического экспорта республики по сравнению с показателем 2020 года. Целью достижения данного показателя у нас в республике реализуется 4 региональных проекта. Это промышленный экспорт, экспорт продукции, продукция промышленного комплекса, системные меры развития международной кооперации и экспорт. Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, повсеместное закрытие границ, показатели экспорта характеризуются положительной динамикой. Мы наблюдаем существенный рост экспорта в 2021 году. По итогам 11 месяцев 2021 года экспорт республики составил 5 миллиардов 100 миллионов долларов США, что почти в 2 раза больше, чем показатели аналогичного периода 2020 года. При этом объем несырьевого, неэнергетического экспорта республики за январь-сентябрь 2021 года составил 133 миллиона долларов США, что на 46 миллионов долларов США больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Конечно же, дальнейшему наращиванию объемов несырьевого экспорта будет способствовать внедрению в регионах России регионального экспортного стандарта 2.0. Стандарт состоит из 3 основных разделов с 15 инструментами и описывает комплекс мер, способствующих активизации экспортной деятельности Российской Федерации, успешной реализации, которая позволит формировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта в нашей республике. На сегодня региональный экспортный стандарт нашей республики внедрен на 40%, и мы надеемся в этом году завершить его внедрение полностью. Республиканским центром поддержки экспорта при поддержке Российского экспортного центра у нас в республике оказываются услуги по информационно-аналитическому, консультационному, инвестиционному сопровождению деятельности субъектов предпринимательства при продвижении продукции на международные рынки. За 2021 год центром оказано 518 услуг для 202 уникальных предприятий нашей республики. Создан и функционирует экспортный совет при главе Республики Саха-Якутия, который включает представителей органов исполнительной власти, институтов развития, инфраструктуры поддержки предпринимательства, экспертов Российского экспортного центра и компаний-экспортеров. Кроме того, мы продолжаем работу по формированию базы экспортеров, базы потенциальных экспортеров республики, по работу по популяризации экспортной деятельности, продвижению на зарубежных рынках, развитию торговли на международных и электронных площадках и проведению акселерационных программ. Формируется управленческая команда республики, ведется работа по созданию системы подготовки кадров в сфере внешнеэкономической деятельности на базе высших учебных заведений нашей республики. До конца года будет разработана экспортная стратегия Республики Саха-Якутия с видением
до 2030 года, которая определит основные направления развития приоритетных экспортных отраслей. Сегодня экспортные показатели не только достигли до пандемийных показателей, но уверенно превзошли. Необходимо продолжить работу в этом направлении, путем в том числе внедрения, как уже было сказано, регионального экспортного стандарта, разработки экспортной стратегии, что, конечно же, позволит выйти на новый уровень и достичь, и, конечно, способствовать достижению целей и задач социально-экономического развития нашей республики. Уважаемые друзья, в 2018 году решением главы Республики Саха-Якутия на наше министерство были возложены функции полномочного республиканского органа в сфере реализации государственной национальной политики Республики Саха-Якутия. Осуществлена полная структурная реорганизация министерства и его структурных подразделений. В составе министерства свою работу ведет департамент по делам народа, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского, являющийся ресурсным центром в сфере межнациональных отношений и этнокультурного развития народов, стал подвижным учреждением нашего министерства. Полномочия в сфере координации международных и межрегиональных связей в КП с переданными дополнительными полномочиями позволяют вести эффективную работу по совершенствованию механизмов реализации национальной политики в нашей республике. Межнациональные отношения составляют важнейшую часть общественно-политической жизни нашей многонациональной республики, где проживают представители 129 национальностей. Единение граждан России, народностей и общин, поддержка их языков, культуры и духовности, сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия в стране, обозначенной в стратегии государственной политики Российской Федерации, являются ориентиром в работе по реализации государственной национальной политики в нашей республике. В настоящее время в республике сформирована необходимая база стратегических нормативно-правовых актов в сфере реализации национальной политики, налажена система взаимодействия с федеральными и республиканскими органами государственной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. Основным механизмом реализации национальной политики нашей республики является программа «Подход». В республике принята и эффективно реализуется государственная программа укрепления общероссийской гражданской идентичности и этнокультурного развития народов Республики Саха-Якутия. Общий объем финансирования государственной программы за период 2018-2021 годов составил 596 миллионов 510 тысяч рублей. И, конечно же, наличие такой отдельной региональной государственной программы позволяет республике ежегодно получать из федерального бюджета софинансирование в рамках соглашений с Федеральным агентством программы национальности. За период 2018 по 2021 годы из федерального бюджета на мероприятия по поддержке национальных культурных объединений, Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, социокультурной интеграции и адаптации мигрантов, развитию российского казачества Республики Саха-Якутия привлечено в рамках госпрограммы в виде субсидий 102 миллиона 100 тысяч рублей. В целях совершенствования государственной политики в области межнациональных отношений республики созданы совещательные и консультативные органы при главе Республики Саха-Якутия, в том числе Совет по вопросам государственной и национальной политики, Совет по вопросам российского казачества, Постоянная комиссия по вопросам религиозных объединений. В состав совещательных и консультативных органов входят представители территориальных органов, федеральных органов, власти органов госвласти республики, местного самоуправления, образовательных и научных учреждений, конечно, представители национальных культурных объединений, казачьих обществ и конфессий. Важной задачей министерства является организация во взаимодействии с муниципальным образованием Республики Саха-Якутия, работы по внедрению системы мониторинга межнациональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в республике. На сегодняшний день система внедрена и функционирует в 26 муниципальных образованиях республики. Наша задача на краткосрочную перспективу внедрить систему во всех 36 муниципальных образованиях в городских округах и обеспечить обучение пользователей этой системы на местах. Показательным в этом плане стал 2021 год, в течение которого курсы обучения для работы в системе прошли 42 представителя органов госвласти и местного самоуправления. Конечно же, особое внимание мы уделяем здесь повышению квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, которые отвечают за реализацию государственной национальной политики. С 2019 года в городе Якутске на ежегодной основе совместно с Федеральным агентством по делам национальности в сотрудничестве с Московским государственным университетом мы проводим окружные семинары по вопросам реализации государственной политики. И с Высшей школой инновационного менеджмента при главе республики проводятся курсы повышения квалификации.
Кроме того, внедрена практика проведения выездных зональных курсов, семинаров в районах республики. В качестве экспертов и директоров приглашаются ведущие ученые-эксперты страны. И за период 2018-2021 годов по улучшению публикации таких мероприятий прошли более 300 руководителей и специалистов органов исполнительной власти нашей республики и местного самоуправления. Дорогие коллеги, у нас сегодня на территории республики действуют и ведут активную общественную деятельность более 70 национальных культурных объединений, 162 религиозные организации, 206 кочевых родовых общин, 11 регистрованных казачьих обществ. В целях поддержки деятельности национальных культурных объединений, казачьих обществ и религиозных организаций в разных государственной программе на конкурсной основе предоставляются субсидии на реализацию социально значимых проектов. Всего за период 2018-2021 годов поддержано 211 социально значимых проектов на общую сумму 94 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 69,4 миллиона рублей, из государственного бюджета Республики 24,6 миллиона рублей. Одним из консолидирующих гражданских институтов в обеспечении сохранения и укрепления межнационального мира и согласия в республике является Ассамблея народов Республики Саха-Якутия. В состав Ассамблеи сегодня входит 14 районных объединений. В 2019 году Ассамблея народов Республики отметила свой 25-летний юбилей как одна из авторитетнейших общественных организаций нашей республики. По взаимодействию с Ассамблеей народов Республики более 30 лет свою активную деятельность ведет Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, одна из старейших общественных организаций нашей республики, стоящая на защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера Якутии. Роль и вклад лидеров Ассамблеи народов Якутии и национальных культурных объединений республики отмечены главными призами ежегодной премии за личный вклад в этнокультурное развитие укрепления единства народов России, гордость нации и Всероссийского форума национального единства. Среди победителей и лауреатов этих конкурсов всем известные, уважаемые в нашей республике люди, лидеры наших национальных культурных объединений. Это и Подголов Александр Григорьевич, Игнатьева Яна Викторовна, Добрянцев Антон Анатольевич, Михайлов Антон Николаевич, это Татарский культурный центр, Максимова Геннадьевна, Русская община, Рахимова Светлана Дмитриевна, общество Сахамов, Накопетян Аниса Ангеловна, Союз армян, Зырянова Раиса Митиновна, Финское культурное общество, Парникова Татьяна Васильевна, Дом дружбы народов, Трушкова Акулина Трофимовна, Ассоциация юкадиров и многие другие. Активную гражданскую позицию проявляет молодежная ассамблея народов Якутии, объединяющая молодых активистов со всей республики, в том числе выходцев из ближнего и дальнего зарубежья. Активисты молодежной ассамблеи являются организаторами, участниками многих мероприятий и проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства российской нации. В 2021 году Молодежная ассамблея народов Якутии получила статус регионального отделения общероссийского общественного движения Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне», а также стала победителем всероссийского проекта «Межнац-акселератор 2.0» проекта Межнационального образовательного форума «Импульс». В системе взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления с институтами гражданского общества республики в сфере межнационального согласия ключевая роль, конечно, принадлежит Дому дружбы народов Алексея Алексеевича Колокоса, основной целью которого является создание необходимых условий для межнационального диалога, возрождения, сохранения, развития духовных ценностей народов, проживающих в республике Саха-Якутия. Сегодня при Доме дружбы народов действует 30 творческих самодеятельных коллективов и клубных формирований, представляющих культуру и традиции народов, населяющих Якутию. Ежегодно Дом дружбы народов проводит более 250 мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и этнокультурное развитие народов России, поддержку языкового многообразия с охватом более 70 тысяч человек. В 2021 году мы успешно завершили реализацию трехлетнего республиканского плана мероприятий по реализации стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 года и концепции государственной национальной политики Республики Саха-Якутия. В настоящее время идет работа по разработке нового плана, в основу которого лягут в том числе успешные проекты наших национальных культурных объединений, предложения и инициативы общественности. В результате проведенной с 2018 по 2021 годы работы отмечается улучшение основных показателей реализации государственной национальной политики, в том числе за период увеличилась доля граждан, положительно оценивающих состояние
межнациональных отношений в республике 74% до 75%. Доля граждан числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализованных мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, увеличилось с 55% до 61%. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности в 2021 году достигло 37 тысяч человек, что на 1300 человек больше, чем в 2018 году. Численность участников мероприятий, направленных на культурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия, увеличилась с 2018 года на 800 человек, достигнув 39 тысяч человек в 2021 году. Уважаемые коллеги, наступивший 2022 год ознаменован большой исторической датой – столетием образования Якутской АСР. В целях подготовки проведения празднования образован Организационный комитет, также утверждены планы основных республиканских и федеральных мероприятий. Общий план работы вошли мероприятий в области культуры, духовного просвещения, спортивно-оздоровительных мероприятия в сфере международного и межрегионального сотрудничества, в том числе реставрация объектов культурного наследия республики, строительство социально значимых объектов и так далее. Указом главы республики Саха-Якутия были определены целевые задачи празднования столетия Якутской АССР. Это создание 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики, обеспечение темпов роста экономики республики Саха-Якутия выше среднего уровня, обучение лучших образовательных учреждений мира 100 талантов Якутии, реализация 100 общественных инициатив, строительство 100 социально значимых объектов. В рамках исполнения федерального плана мероприятий из федерального бюджета привлечено 245 миллионов рублей, за счет которых проведены мероприятия по реставрации объектов культурного наследия, ремонту учреждений культуры, в том числе издан научный труд «История Якутии» в 4 томах. В текущем юбилейном году планируется реализация гастролей в Якутии Государственного академического Мариинского театра, гастролей Государственного академического Большого театра России, организация Дней Республики Саха-Якутия в Москве, проведение целого ряда музейно-выставочных мероприятий и других культурных мероприятий. Большая работа ведется по исполнению плана основных республиканских мероприятий. Создан и функционирует официальный сайт столетия образования Якутской АСР. Завершен съемочный процесс исторического документального фильма «Пути великих свершений», показ которого планируется в этом году на федеральном телеканале «Моя планета». Продолжается работа по проекту 100 именных алмазов столетия образования Якутской АСР. В прошлом году в городе Якутске в рамках программы столетия проведены Конгресс местных и региональных властей Евразии, 3-й Северный форум по устойчивому развитию. В Казани успешно прошли Дни Республики Саха-Якутия в Казахстане. В текущем году планируется проведение 4-го Северного форума по устойчивому развитию, заседание рабочей группы Совета по устойчивому развитию, конференцию по обеспечению комфортной городской среды в Арктике, Международного мамонтового форума, вторых международных интеллектуальных лет, 1-го форума соотечественных якутян, 4-го международного фестиваля «Встреча шедевров немецкого землянного ФО», 21-го Евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этнорака», Дней Республики Саха-Якутия в регионах России, Дней Республики Татарстан, Республики Саха-Якутия, фестиваля национальной культуры «Мы якутяне» в Мирнинском районе, 8-й спортивный для народов Якутии в Салганском области, чемпионат мира по массовому в городе Якутске, соревнования среди юных биатлонистов на Кубок Анны Багали в городе Алдан. И, конечно же, запланированы юбилейные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения выдающего государственного деятеля Максима Артемьевича Мосова в Киргизии и Казахстане. Ведется работа по созданию Центра цифровизации языкового культурного наследия народов Якутии на базе Национальной библиотеки Республики Якутия. Постоянная экспозиция Якутии опора на Дальнем Востоке России на базе Чертовского историко-мемориального музея Якутская политическая ссылка. Мультимедийные выставки современной истории Якутии на базе исторического парка России на истории. Ну и также будут организованы выездные выставки ценностей Государственного фонда России, Национальное сокровище России, Москва и Якутск, и выставки сокровища Третьяковской галереи и создание государственных Третьяковских галерей в городе Якутске. Министерство, как координатор реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования столетия образования Якутской АСР, ведет системную работу со всеми исполнительными властями, муниципальным образованием,
научными, культурными, образовательными учреждениями, взаимодействует с регионами и зарубежными странами. Сегодня перед нами всеми стоит задача, чтобы продолжить эстафету предыдущих цикл на высоком уровне, провести юбилейные мероприятия, которые станут стимулом к дальнейшему развитию нашей республики. Уважаемые коллеги, в этом году мы также отметим 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства, 125-летие со дня рождения видного государственного деятеля, великого сына народа царька Максима Кирилловича Амосова, 145-летие со дня рождения видного общественного деятеля Алексея Алексеевича Кулковского. Перед министерством стоят разноплановые задачи по созданию внешних и внутренних условий для развития нашей республики на основе принципов открытости миру, консолидации общественных объединений для сохранения межнационального и межпрофессионального мира. За прошедшие годы Республика Саха-Якутия зарекомендовала себя как регион, успешно развивающий свои внешние связи, пример единства ее народов, который вносит существенный вклад в поступательное устойчивое развитие нашей республики. Исходя из полномочий министерства и тех задач, которые стоят перед министерством в сфере международной и внешнеэкономической деятельности, межрегиональной сфере организации государственной самой политики, мы видим своей основной миссией продвижение позиционирования в мире Республики Саха-Якутия как неотъемлемой части русского мира и как центра мировой Арктики. За последние годы в республике создана инфраструктура поддержки развития внешней связи и реализации государственной самой политики. Уже многие годы свою деятельность как ресурсный методологический центр в сфере государственной самой политики ведет основное учреждение Дом дружбы народов имени Алексея Ильича Кулковского, который в 2017 году является подведомственным учреждением нашего министерства. В сфере поддержки вопросов развития казачества также многие годы функционирует и успешно работает Якутский республиканский фонд развития казачества. С осени 2016 года свою работу ведет Центр поддержки экспорта Республики Саха-Якутия, с прошлого года функционирующий как автономная экономическая организация. В 2019 году с целью развития инфраструктуры конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности республики было создано автономное учреждение Конгресс-центра Якутии, которое также выступает в роли оператора многих международных и межрегиональных мероприятий, проводимых в республике. Акционерное общество «Якутская ярмарка», которое ведет свою деятельность в сфере организации выставок и ярмарок на территории республики, сегодня показывает положительные результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, несмотря на негативные последствия локдауна и отмены выставочных мероприятий в период пандемии. В 2018 году также создана автономная некоммерческая организация «Дирекция социально значимых и конгрессных мероприятий», которая призвана оказывать содействие реализации проектов соотечественников Якутян. В 2020-2021 годах организация также оказала помощь в приобретении средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в прошлом году пострадавшим от пожаров в республике. Созданная и успешно работающая инфраструктура министерства, сформирована единая команда поддержки общественности, поддержка наших соотечественников, молодежи, организаций, национальных культурных объединений позволяет нам быть уверенными в реализации интересов проектов, в реализации всех целей и задач, которые ставит перед нами руководство Республики Саха-Якутия. Девиз министерства «Мир, согласие, сотрудничество» символизирует открытость миру, готовность к совместной работе с нашими партнерами на принципах взаимоуважения, взаимопонимания, взаимной выгоды, нашу работу во имя сохранения межнационального мира и согласия в республике, наше стремление к сотрудничеству со всеми участниками международной деятельности. Уважаемые друзья, позвольте поздравить всех вас с юбилейной датой, с датой 30-летия установления внешней связи Республики Саха-Якутия, и пожелать всем вам успеха в работе, благополучия и процветания, здоровья вам и всем вашим близким. Благодарю за внимание.